В этом году школа в селе Джергес отметила свои 54 года со дня постройки. Зимой в этом маленьком здании холодно, во время дождей сыро. В узких коридорах не развернуться, о школьной столовой дети только мечтают. Нам сложно учиться в этом здании. Если на улице идет дождь, с потолков капает вода, а в кабинете информатики потолок и вовсе обвалился. Когда отключается электричество, нам приходится толпиться в тесном коридоре. Также нет спортзала. Зимой на первом и втором уроках мы сидим в куртках, пока кабинет греется. Еще немного, и школьники села будут учиться в новом здании. Строительство этого двухэтажного корпуса завершено на 80%. Он рассчитан на 150 ученических мест. Теперь у детей будут не только столовая и спортзал, но и конференц-зал. Строительство школы обошлось в 69 миллионов сомов. Строительство школы началось в апреле прошлого года. Был выбран хороший подрядчик. Я, как житель села, хочу поблагодарить подрядчика за работу. После завершения строительства нашим ученикам и учителям будут созданы хорошие условия. Строительные работы приближаются к финалу. В них задействовали 30 рабочих. Одни занимаются внутренней отделкой здания, другие проводят освещение, устанавливают двери и сантехнику. Отопительная система уже работает. Для отопления мы построили отдельную котельную. Там установлены две печи. Одна будет запасной, а другая печь уже работает. Мы начали отапливать здание, сейчас в нем тепло. Мы создали условия для рабочих, чтобы они быстрее завершили строительство. В прошлом году в Иссык-Кульской области было построено 12 школ. В настоящее время строятся еще 4 школы и 6 детских садов. Средства для этого выделяются из республиканского бюджета. Мадина Низамова, Джакшылык Чортонов и Ниат Эргешева, Ильтер, Иссык-Кульская область.